Владимир Тимофеевич Логвичев – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел. Ушел из жизни 4 января 2013 года в возрасте 87 лет. Всю свою жизнь он честно и добросовестно служил Родине. В 1943 году 17-летним пареньком ушел на фронт. Служил связистом в войсках Первого Белорусского фронта. Мы встретились с сыном ветерана, Владимиром Владимировичем Логвичевым. Когда его в 1943 году призвали в армию, он росточком был не очень-то большим, выдали эти трехлинейки, винтовки. И когда на марше, ему всегда это приклад бил по икрам, ему это неудобно было. И в одном из перекуров, там было недалеко склады, он побежал, старшина там находился на складах, и попросил старшину обменять трехлинейку на автомат. Ну, тот мудрый заулыбался, говорит, дал мне этот автомат, я прибежал. Тут построение, все с трехлинейками, я с автоматом стою. Гордый такой, что не такой, как все. Командир как увидел, так, Логвичев, а это что такое? Ну, как что, автомат. Так, 5 минут, чтобы был в строю с винтовкой. Говорит, и мне сразу все, как говорится, обомлело, я стремглав бросился в склады. Поменял свою трехлинейку, отдал автомат. Вот такой вот был у него курьезный случай. Ну, молодой, но шустрый был. Война для Владимира Тимофеевича закончилась в Забайкалье победой над Японией. После службы в Вооруженных силах СССР в 1955 году переведен для работы в органы внутренних дел, где продолжил борьбу, но уже с нарушителями закона. О своей работе Владимир Тимофеевич рассказывал мало. Зато многочисленные награды, которыми был удостоен ветеран, говорят о многом. Был очень рассудительный. К нему можно было всегда, как к старшему товарищу, обратиться по любому вопросу, с любой проблемой. Он всегда мог это дело рассудительно растолковать, объяснить. Хотелось бы, чтобы нынешнее и последующие поколения никогда не забывали участников Великой Отечественной войны, помнили подвиг, который они совершили ради того, чтобы мы жили под мирным чистым небом. Уходит из жизни поколение несгибаемых героев, прошедших самую страшную войну. Поколение, восстановившее из руин самую большую страну в мире. Поколение, заслужившее себе немеркнущую славу.